Одновременно с этим стало известно, что арестованный сотрудниками антикоррупционного агентства Таджикистана по обвинению в даче взятки китайский бизнесмен написал обращение к президенту Таджикистана. В нем предприниматель не только указал, что не давал взятки, а наоборот пытался разоблачить чиновников, но и то, что сотрудники этого самого ведомства ссылались в откате на сына президента, которому должна была быть отдана львиная доля. В июле прошлого года сотрудниками агентства по борьбе с коррупцией был задержан китайский бизнесмен. Его обвинили в даче взятки сотрудникам, которые проводили ревизию. Однако предприниматель указывает, что присланные агентством ревизоры сами требовали взятки в размере 400 тысяч долларов, указав на необходимость передачи средств наверх. Аудиторы якобы действовали от имени руководства агентства, намекая на сына президента, а в случае отказа угрожали арестом китайцу. Сам поданный Поднебесный при этом зафиксировал передачу денег на диктофон и фотоаппарат, чтобы после доказать президенту Таджикистана, что творят его чиновники от имени его сына. Однако в итоге предпринимателя просто арестовали. Такая позиция подозреваемого изложена в обращении к Эмомали Рахмону. Примечательно, что Генпрокуратура во время проверки встала на сторону чиновников, а неоднократные попытки обвиненного встретиться с Рустамом Эмомали не увенчались успехом. После этого китайский бизнесмен попросил проверить следователя по делу на психическую вменяемость, так как последний неоднократно допускал грубости и даже рукоприкладства.